кнопки в школах и вузах. В Госдуме предлагают выделить на установку специального оборудования бюджетные деньги. Состязание педагогов в режиме видеосвязи. Молодые учителя Якутии и Хабаровского края соревнуются в профессиональной игре. Обильный снегопад и гололед. Массовая проверка водителей в Якутске выявила нарушение правил перевозки детей. Здравствуйте, в эфире новости, в студии Юлия Великодная. Тревожные кнопки предлагают установить во всех школах и вузах России. По словам депутата Госдумы Олега Нилова, трагедия в политехническом колледже в Керчи показала, что жизнь детей защищается недостаточно. Депутат предлагает выделить на оснащение учебных заведений бюджетные деньги. Это будут серьезные затраты, но благодаря этому повысится уровень безопасности, добавил он. Отметим, что часть российских школ уже оборудованы тревожными кнопками, но эта система действует в основном в крупных городах. Цены на лекарства в России могут подорожать в следующем году в среднем на 10%. Об этом «Известиям» рассказали в аптечной гильдии. Речь идет как об импортных, так и об отечественных препаратах. Эксперты выяснили подобный прогноз ростом курса валют, повышением НДС и исчерпанием российскими аптеками имеющихся запасов фармпродукции. Кроме того, производители могут включить в стоимость фармпрепаратов свои предстоящие затраты на оборудование для маркировки. В Якутске выпал обильный снег. В связи с этим госавтоинспекция просит всех участников дорожного движения быть аккуратными и внимательными на дороге. В столице республики в выходные и праздничные дни со 2 по 5 ноября увеличится плотность нарядов ДПС. На городских дорогах и пригородных направлениях проведут массовые проверки водителей. И уже сегодня утром сотрудники ГИБДД выявили многочисленные нарушения правил перевозки детей. И речь идет только об одном водителе микроавтобуса. Он может лишиться свободы. В Тойоте Хайс находилась группа детей с преподавателем. Они ехали из Якутска в Верхневилюйский Улус. Правоохранители выявили ряд нарушений: отсутствие лицензии на перевозку детей, незаконное переоборудование салона транспорта и установка газобаллонного оборудования без необходимых разрешительных документов. Стоит отметить, что водитель занимался перевозкой пассажиров легально, однако не имел прав на перевозку детей. Это организованная перевозка групп детей, которая запрещается на не специальных автобусах, которые для этого предназначены. То есть они должны иметь как минимум маяк желтого цвета. Должно быть нам направлено уведомление не менее чем за 2 суток до выезда такой группы. Будет также проведена проверка на соответствие признаков преступления, предусмотренных статьей 238 Уголовного кодекса, так как тут у нас оказывается услуга, это же не бесплатно, все делается. Соответственно, оказание услуг не соответствует требованиям обеспечения безопасности. В Якутске презентовали книгу-альбом «Жизнь как вспышка». Она посвящена памяти фотографа Олега Николаева. Тираж 500 экземпляров. Олег Семенович работал фотокорреспондентом в ЕСИА 20 лет. За это время создал огромное количество фоторепортажей. Фотоработы стали основой альбома. В этой книге около 400 фоторабот, а также воспоминания жены, сестры и коллег о жизни и работе Олега Николаева. Олег Семенович пришел в якутское Саха-информационное агентство в качестве фотокорреспондента, когда ему было около 20 лет. Со временем стал начальником фотослужбы. За время работы побывал во многих городах России и за рубежом, а также во всех улусах республики. Республику он очень любил, свою республику. Куда ни позвони, куда ни приедь, всегда везде у него там знакомые, все его знают, все он там найдет, выход найдет из ситуации любой. Вот такой вот он был. В книге отражены фотопортреты известных якутян, репортажные съемки, его творческие работы, природа нашего края. Да, эту книгу стоит смотреть, хотя бы потому, что там отражена история, новейшая история Якутии. Все эти события ключевые, важные, были сняты Олегом Николаевым. Плюс книга раскрывает его как личность очень тонкого художника, который видел красоту мира. Над книгой трудились коллеги Николаева, отобрали лучшие его фотографии. Создание книги заняло несколько лет. Он прожил очень короткую жизнь, да, он ушел от нас очень молодым, вот, очень такую короткую и яркую жизнь, как фотовспышка.
вот как вспыхнул, то он как вспышка помог раскрасить нашу жизнь, сделать ее ярче, красивее. Красивое и интересное издание, посвященное фотографу Олегу Николаеву, можно приобрести в здании Дома печати. Александр Зубехин, Семен Семенов, Якутск. Молодые педагоги Якутии сражаются с педагогами Хабаровского края. В Якутске проходит 4-я межрегиональная игра «Олимп». Ее проводят для развития профессионализма молодых педагогов соседствующих регионов. В режиме видеосвязи участники демонстрируют опыт работы муниципальных молодежных педагогических ассоциаций, обсуждают образовательные модели сотрудничества и обмениваются опытом. Молодых педагогов Якутии представляет команда Бердигихстякской средней общеобразовательной школы Горного района. На мастер-классе мы продемонстрируем свое приложение, мобильное приложение, которое мы разработали. То есть мобильное приложение, которое станет навигатором для всех молодых педагогов нашего региона. Это приложение, которое даст толчок для перехода на цифровое образование. В Якутске завершился 8-й международный фестиваль «Северное сияние». В столице региона прошли концерты, слушателями которых стали тысячи человек. Артур Габышев расскажет подробней. Именно эти ноты дали начало торжественному завершению 8-го международного фестиваля «Северное сияние» в Якутске. За этот период, а это 12 концертов, к миру музыки прикоснулись свыше 3000 жителей и гостей столицы. Фестиваль стал уже доброй традицией филармонии Якутии, и мы стараемся насытить эту программу с разнообразной интересной программой с участием музыкантов из ведущих театров Российской Федерации и зарубежных стран. В рамках фестиваля впервые в столице республики прозвучала знаменитая фантастическая симфония Берлиоза. Также благодаря «Северному сиянию» в этом году жители республики смогли услышать самый известный русский народный инструмент – гусли звончатые. Порадовал якутян и приезжий дудукист Эммануэл Оганесян. Это было необычное сочетание армянского дудука из абрикосового дерева и симфонического оркестра. Также Якутск посетил флейтист из Санкт-Петербургской консерватории. Изначальной целью приезда Дениса Лупачева было проведение мастер-классов для учеников Высшей школы музыки. Но уже в Якутске ему пришла идея организовать совместный концерт с Республиканской филармонией. Якутские артисты филармонии отличились не только оркестровым, но и хоровым исполнением. Именно так прошел 8-й международный арктический фестиваль «Северное сияние». Остались ли зрители довольными рядом таких мероприятий? Мне все очень понравилось. Очень хорошо, что у нас в городе проводят подобные мероприятия. Фестиваль очень, конечно, замечательный и, как бы вам сказать, очень актуальный, можно сказать. Музыка очень хорошая. Все продумано очень хорошо. Симфонический оркестр филармонии Якутии планирует 20 ноября выступление на сцене Мариинского театра. Это мероприятие будет приурочено к 120-летию Платона Юнского. А за день до этого, 19 ноября, в составе симфонического оркестра артисты филармонии примут участие в торжественном вечере, посвященном 25-летию Высшей школы музыки в Большом зале Московской консерватории имени Петра Ильича Чайковского. Артур Габышев, Георгий Григорьев, Якутск. И в завершении выпуска ученым удалось снять на видео редкого ушастого осьминога, рассказывает Алена Островская. Осьминог Дамба попал в объектив камеры глубоководного исследовательского аппарата. Ученые из некоммерческой организации Ocean Exploration Trust спустили его у побережья Калифорнии, чтобы изучить окрестности подводного вулкана. Редкий ушастый осьминог буквально позировал перед камерой, вызывая бурные восторги у людей, дистанционно управлявших аппаратом. Он эффектно раскрывал и складывал щупальцы. Ученые предположили, что такое прекрасное создание вскоре будет знаменитым, и не ошиблись.
Это видео стало самым успешным из всех опубликованных на YouTube-канале организации. За неделю его посмотрели почти 300 тысяч человек. Свое прозвище морской обитатель получил в честь диснеевского слоненка, использовавшего свои огромные уши для полетов. Научное название дамба – гримпотефтис. Это род глубоководных осьминогов. Некоторые особи встречаются на глубине до 7000 метров. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.